На прямой связи с нашей студией политологи Питер Залмаев и Аркадий Дубнов. Спасибо большое, коллеги, что согласились сейчас со мной вот очень быстро попробовать проанализировать, что происходит. Аркадий, можно вам первый вопрос? Что сейчас в Кремле происходит, как вы думаете? Ну, у меня есть не такой подзорной трубы, перископа, чтобы видеть, что происходит в Кремле. Я думаю, там вечер, чай пьют. А чаек пьют? Чай пьют. Чай пьют, я понял, да. В это вечернее время, да. Чай пьют, успокаивает, может быть, на шатырь. Вот я говорю, просто чай пьют или с нашатырем? То есть я думаю, что пустырник, может быть, применяют еще. Успокаивает. Я слышал в предыдущем сюжете словосочетание «щелчок по носу», который получил президент России. Я готов был употребить именно это словосочетание. Это действительно щелчок по носу. Слушайте, а может так быть, вот прям серьезно, Аркадий, что он прямо сейчас, да. Путин, скажет: хорошо, забирайте как своих... Черномырдин, да, размазывай, да, и поворачивай назад, да? Забирайте свои... Нет, там была другая история. Это поворачивал не Черномырдин, а повернул Примаков. И история эта была связана... Знаете, мы сейчас обсудим этот вопрос чуть позже. Забирайте своих моряков, давайте встречаться. Вот вы можете такое представить себе? Jamais, никогда. Преступники-моряки, у них там РГД, куча патронов, они же готовили взорвать Крымский мост и под мостом прорыть до Бейрута. Ну, о чем вы говорите, Тимур? Там все понятно. Ребята готовились к серьезной акции, подорвать мир и спокойствие на северном, так сказать, полушарии. Сделайте вот так, чтобы я понимал, что мы с вами понимаем одинаково ваши слова. Как я должен сделать вот так? Ага. Ну, вот так, вы иронизируете, видимо. Вот так, конечно, я иронизирую. А вы думаете, можно серьезно говорить о том, что Путин сдаст врагу супостату пойманных им, так сказать, преступников? Никогда. Он кого-нибудь сдавал? Тогда я через несколько секунд к вам обращусь. Хочу у Питера спросить. Питер, как вы думаете, как Дональд Трамп принял такое решение? То есть вот просто человек летит в самолете и понимает, что он сейчас сделает неприятность большую, доставит лидеру крупной страны, с которой он долго выстраивал отношения. Как так? Здесь очень интересна и примечательная хронология. Вот я буквально еще вчера в интервью предсказывал, что, во-первых, конечно же, Дональд Трамп непредсказуем, и это единственное, что можно предсказывать. И что, вероятно, он не будет отменять эту встречу с Путиным, или, по крайней мере, может ее как-то видоизменить. И вы знаете, и до самого конца, вот буквально за час до посадки в самолет в Буэнос-Айрес, он говорил, что с Путиным встречаться будет. А потом что-то произошло, и буквально за несколько минут до рейса он говорит, что вот в силу агрессии России в Керчи и тот факт, что Россия отказывается возвращать моряков в Украине, я решил отменить эту встречу. Что же произошло? А произошло что-то очень простое на самом деле и очень понятное. Дело в том, что спецпрокурор Мюллер выдвинул новые обвинения против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коуэна в том, что тот продолжал, собственно, переговоры с российской стороной о возможности строительства очередного трамповского здания, небоскреба, на этот раз в Москве, задолго после начала президентской гонки и вплоть до, если не ошибаюсь, июня 2016 года, когда, собственно, кандидат Трамп выиграл праймериз республиканские. Это очень серьезное развитие в расследовании Мюллера, и понятно, что если бы Трамп продолжал настаивать на своей готовности встретиться с Путиным, возникли бы очередные вопросы, все-таки что имеет, какой компромат. В общем, прокурор американский управляет российско-украинской и немножко американской внешней политикой. Интересный факт. Спасибо большое, Питер. Только оставайтесь с нами. Я сейчас вам дам возможность прокомментировать мои слова. Я хочу Аркадия спросить. Аркадий, вы сказали очень коротко, я напомню зрителям, напомнили знаменитый поворот над Атлантикой во время начала бомбардировок Югославии, который совершил Примаков. Мне кажется, совершать такие жесты может либо очень сильный игрок политический, либо человек, либо страна, которая нечего терять. В этом смысле Россия находится в какой из этих зон, арестовывая моряков и не отпуская их сейчас? И что будет с Путиным, когда он приедет в Буэнос-Айрес?
Хороший вопрос. Во-первых, два тезиса. Первое, у меня такое ощущение, что в Соединенных Штатах возродилось коллективное руководство, которое сыграло свою роль во время рейса в Аргентину на борту самолета. Вот от российского руководства, в котором все берет на себя только глава государства, он отвечает за присоединение Крыма, за пенсии, за все что угодно. Поэтому и здесь он все должен будет взять на себя. Значит, я полагаю, что вы говорите про сильную политику. Сильная политика умеет принимать непопулярные решения и показаться на первый взгляд слабым. Так вот, в этой ситуации Путин слабый политик, потому что он не умеет принимать сильные решения, которые могут показаться слабыми. А что будет завтра делать в Буэнос-Айресе? Как он будет? Что он будет делать? Ну, во-первых, я не знаю его программу. Фотографироваться, вы знаете, что самое главное событие на такого рода саммит – это коллективная фотография. Да? Так что ему найдут место, его отодвинут от Трампа настолько далеко, чтобы их руки не сумели дотянуться друг до друга. Их проведут по разным дорожкам. Да, возможно, даже по часам их разведутся. Так что, если Путин долетит до Аргентины, то, что называется, Аргентина, Ямайка 5-0, какая боль, какая боль. Посмотрим, преграда ли для них расстояние, на которое их разведут организаторы завтрашнего мероприятия. Питер, вы как думаете, состоится что-нибудь, обмен мнениями каких-то или нет? Последний вопрос вам. Между Трампом и Путиным, вы имеете в виду? Да. Вы знаете, да, с самого начала не исключал такой встречи. Им будет сложно не встретиться вообще, они не смогут избежать рукопожатия. Я думаю, что-то подобное будет, и у Путина появится очередная возможность сказать, что вот все-таки мы встретились, несмотря на то... Несмотря на происки. И Вот это истеблишмента. Понятно. Спасибо большое, Питер Залмаев, Аркадий Дубнов. Спасибо за ваше мнение по очень быстро возникшему поводу.